Здесь не бывает красной дорожки и нарядов от кутюр, но этот праздник, неофициальный праздник урожая, один из самых искренних. Представителям профессии, о которых большинство граждан даже и не слышали или забыли, рабочий по посадке цыплят, оператор по приготовке кормов, агроном, водитель вручают медали республики за доблестный труд. Рамис Миниханов, руководитель одного из крупнейших хозяйств Тукаевского района, свою продукцию сам грузит, сам взвешивает и отправляет в дорогу. Фермер во втором поколении закончил университет, отказался от госслужбы в ведущем ведомстве республики и вернулся на землю. На большой праздник Аграриев тоже получил приглашение. Часто ли галстук-костюм надеваете? Очень редко. Учитывая, что я еще не очень люблю официально вот эти все одежды. Поэтому мне проще джинсы, как говорится, и обычная бытовая одежда. Но эти в основном по празднику, уж или слет передовиков, или какие-то возможные дела в Минсельхозе, в правительстве. Конвейер по сортировке овощей останавливается только в рабочий полдень, и то ненадолго. Морковь, о ценах на которую в этом году пришлось говорить и главе государства, в этом хозяйстве единственным на весь район уродилась благодаря труду от зари до зари и значительным вложением капитала на закупку засухоустойчивых семян, технологии по вспашке поля, до затрат на полив и препаратов для поддержки растений. Так сложилось, перекуп что хочет, то и делает. А мы, значит, это все-таки, первая главная задача по себестоимости вернуть свои затраты. И вот в настоящее время морковь мы, столовую свеклу, порядка по 25 рублей отпускаем. Это нормальная цена, потому что, значит, уже на рынках закручивать минимум 35 рублей, 40 рублей и до 50 рублей. О стоимости борщевого набора для населения опосредованно говорил и президент республики в своем ежегодном послании. Напомню, что весной и летом цены на ингредиенты этого самого борща, морковь и свеклу, догнали тропические фрукты. Весной мы столкнулись с резким ростом цен на сезонные овощи. Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, необходимо не только увеличить объем посадки овощей, но и сформировать соответствующую инфраструктуру по переработке и хранению продукции, а также активно взаимодействовать с населением по выкупу излишней сельхозпродукции. Этим нужно заниматься в течение всего года, а не только осенью после сбора урожая. Поручаю Татпотребсою совместно с Министерством сельского хозяйства и главами районов организовать данную работу. Потери урожая в растениеводстве в этом году составили где-то треть, и это успех, а где-то и половину. Компенсировать потери могло бы страхование, но пока фермеры не готовы искать такую поддержку на случай черного неурожайного года. Ну, пока у нас культуры страхования нету, если она даже есть, очень такой канительный, очень такой, значит, недоступный, очень такие, значит, ненужные такие требования. Это, значит, сельхозтоваропроизводитель, он в поле работает, он бумагами не привык сидеть. И, значит, вот там они на этих запятых, на точках подлавливают, и потом, значит, все обязательно находят варианты не платить. Безусловно, решить вопрос только мелиоративным методом не получится. Особое внимание следует уделить сельскохозяйственной науке. Мы ждем новых засухоустойчивые сорта и инновационные агротехнологические решения мероприятия. Кроме того, нужно активно внедрять инструменты агрострахования. В текущем году застраховано всего 10% посевов. Министерство сельского хозяйства следует держать этот вопрос на особом контроле. Условные цыплята для каждого из хозяйств подсчитаны. Осень – время пахоты, планирование будущего урожая и вложений уже сейчас. Нехватка средств. Это у нас главный такой вопрос. А это инвестиции. И поэтому мы поставили вопрос о том, чтобы все-таки 2022 год был необычным для фермеров. И согласились и работники Россельхозбанка о том, чтобы пересмотреть кое-какие программы, уменьшить количество документов, которые представляют в банк. По сравнению с 2020 годом и 2021 у нас в 2 раза уменьшился грантовая поддержка, я имею в виду в сумме. Это что говорит? Это говорит о том, что через 2 года, потому что срок реализации этих проектов 2 года, значит, у нас меньше будет произведено
сельскохозяйственной продукции. То, что республика сможет прокормить себя и при самых неблагоприятных условиях, аграрии доказали. В общем, было собрано в 3,5 раза больше зерна по сравнению с засушливым 2010-м, который стал поворотным в развитии агротехнологий. Сохранила республика и лидерство в стране по производству молока, но и здесь выявились проблемы. Сразу в нескольких районах республики поголовье было сокращено, а где-то и вовсе нет ни одного инвестиционного проекта по строительству ферм, а значит и перспектив. Рустам Миниханов поставил задачу разработать программу по восстановлению животноводства. Без еды ведь и артист не поет, и не пляшет, да? И спортсмен, значит, шайбы не гоняет без еды, да? Вот в первую очередь, значит, надо все и технологично, и очень серьезно, значит, наши сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственные подразделения, фермерские хозяйства, их надо укреплять. По некоторым подсчетам, более половины современных горожан не потеряли связь с деревней, где живут их родители, бабушки и дедушки. Но только 8% от работающего населения кормят республику. В структуре валового регионального продукта аграрии дают 6%. И чтобы фермерство не только как бизнес, но и сама деревня как самостоятельный мир со своим укладом и философией не оказались в чрезвычайной ситуации, помощь государства не просто необходима, но остается условием существования. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней.